переводим сложные бизнес-процессы на простой язык. За последние годы наше отечественное кино стало достаточно профессиональным. Да? Сколько зарабатывают актеры и какая прибыль у создателей кинокартин в Кыргызстане? Контент чыгаруучулардын келечеги аябай чоң. Этот бизнес рискованный. Всем привет! Вы на канале Алканов, где мы переводим сложные бизнес-процессы на простой язык. Каждый день мы пользуемся всевозможными продуктами и услугами и даже не задаемся вопросами, как это сделано, где и кем изготовлено, как устроен тот или иной бизнес. И темой нашей сегодняшней беседы будет кино. Чем занимается продюсер, откуда он берет деньги на съемку, сколько зарабатывают актеры и какая прибыль у создателей кинокартин в Кыргызстане. Еще не так давно кыргызские зрители радовались таким фильмам, как «Министердин кызынын махаббаты», «Тунгуюк» и другие. Принимали их как шедевр кыргызского кино, раскупая все DVD-диски, пародируя героев фильма. Но уже сегодня можно заметить совсем другой уровень кыргызского кино. Появились такие фильмы, как «В поисках мамы», «Кокпуру», «Курманжан Датка». И это, безусловно, радует, что с каждым годом наши таланты развиваются и создают хорошие фильмы. На самом деле за последние годы наше отечественное кино стало достаточно профессиональным. Да? Очень большой спрос пошел на местные фильмы, я бы сказал. Сегодня мы будем говорить о коммерческом кино, изучая его как бизнес. Из каких же этапов состоит создание фильма и сколько времени требуется на каждый процесс? Все начинается с идеи. Далее следует сценарий. По ходу написания он множество раз редактируется. Наши киносоздатели в основном пишут сами и на этом хорошо экономят. Хороший сценарий в Казахстане и России стоит от 5 до 10 тысяч долларов. Затем наступает этап предпродакшн. Это один из важнейших этапов при создании фильма, который включает в себя выезд на место предполагаемой съемки, переговоры с потенциальными спонсорами, кастинг, выбор съемочного оборудования, подбор съемочной группы и многое-многое другое. Другими словами, это подготовка перед началом съемок. И чем лучше вы его сделаете, тем быстрее вы снимете фильм, а следовательно сэкономите свой бюджет. После чего приступаем к съемкам. Это самый затратный этап, во время которого задействовано наибольшее количество людей. Он должен быть очень хорошо организован, иначе процесс растянется и превысит бюджет фильма. Обычно съемки длятся в среднем от 1 до 4 месяцев. Итак, все сцены сняты, и теперь их необходимо соединить в единое целое, которое мы называем кинофильмом. Данный процесс называется постпродакшн. На этом этапе происходит монтаж, покраска, наложение спецэффектов, написание музыки и озвучка, после чего кинолента готова к выходу на экран. Но прежде картина должна пройти цензуру Кыргызфильмфонд. Именно эта структура присваивает возрастную категорию и дает добро на прокат. Правда, бывали случаи, когда фильм запрещали к показу, как, например, фильм «Мекен». Следующий этап – продвижение. Это самый важный этап с точки зрения дохода и прибыли. Очень важно сделать две вещи – привлечь внимание зрителя и сделать так, чтобы фильм крутился в как можно большем количестве кинотеатров в удобное для посетителей время. Мы стараемся с ними работать на таких же условиях, как и со всеми мировыми. То есть максимально, что мы можем, мы пытаемся их поддержать. Потому что мы понимаем, что наше отечественное кино поддержать можем только мы, граждане нашей страны, зрители, владельцы кинотеатров. Некоторые фильмы кыргызского кино удалось показать в кинотеатрах других стран, что увеличило сборы с проката. Кстати, если вы хотите иметь такую возможность, то позаботиться об этом надо еще на этапе написания сценария. И вот, наконец, фильм выходит на экран. Обычно весь процесс от идеи до конечного продукта занимает от 4 до 8 месяцев. В киноиндустрии деньги на создание фильма ищет продюсер. Есть несколько источников, откуда он может привлечь финансирование. Первый – государственная поддержка. К сожалению, бюджет очень маленький, поэтому этот вариант в Кыргызстане редко реализуемый. Мамлекет азыр ушундай бир кино тарттырганга же сериал тарттырганга азырынча мындай чоң деле мындай пайда мындай чоң көп деле пайдасын көрбөй атабыз. Бирок жок дегенде ошол налогду түшүрүп берсе, азайтып берсе жакшы болмок деп мындай жүрөбүз. Второе – общественные фонды. Если сюжет фильма раскрывает или привлекает внимание к целям и задачам этого фонда, то он может выступить спонсором. Третий вариант – product placement. Неявная реклама продукции какого-то бренда в самом фильме. Яркий пример – кроссовки Nike, в которых бежал Форест Гамп. Четвертый вариант – частные инвестиции. Абсолютно любые люди или компании готовы вложить деньги с целью заработать.
Ну и пятое, меценаты. Редкий случай, но все же встречается. Теперь разберемся, куда уходят эти деньги. Основные затраты. Оплата работы съемочной группы численностью примерно 25 человек, операционные расходы, такие как логистика, костюмы, декорации, питание и многое другое, и закуп оборудования. Минимальный комплект обойдется в $15 тысяч. А если вы хотите профессиональную картинку, то сумма превысит $100 тысяч. У компаний, которые давно в этом бизнесе, уже есть необходимая аппаратура, что снижает стоимость создания фильма. Давайте рассмотрим такую интересную статью расходов, как гонорар актеров. В среднем кыргызский актер берет от 35 до $200 за съемочный день, который длится 8 часов. Но бывает, что съемки длятся дольше, и тогда продюсер оплачивает всем участникам съемочного процесса так называемую пересменку. Среди кыргызских актеров тоже есть свои звезды. Вот топ-5 высокооплачиваемых актеров Кыргызстана. Эмилий Сеналиев, Джениш Майрамбек Улу, Аскат Сулайманов, Болот Тентимишев, Азиз Мурайдилаев. Среди женщин это Альбина Имашева, Элина Абай-Кызы, Айсанат Эдигеева, Назира Айтбекова, Мерим Атантаева. Биздин актердук кесибибиз көп акча алып келет деп айта албайм. Да, жыргаганы ошо режиссерлор эле, продюсерлер эле болот, а актерлор чет өлкөлүктөй жыргап, куунап, бай жашап калбайт. И раз уж мы рассказали о самых высокооплачиваемых актерах, давайте рассмотрим 5 лучших создателей кыргызских кинофильмов. Аманат Фильм, подаривший нам такие фильмы, как «В поисках мамы», «Салам, Нью-Йорк». 1-1 Студио, снявший «Биртуганчики», «Ванчопа». МБ Про Студио сняли «План Б», «Напарник Тель». 50-й квартал создали «Супер Кудалар». А Корго Сити подарили нам такие фильмы, как «Джер Тоголок» и «Браво». Бюджет кыргызских фильмов варьируется в пределах 20-150 тысяч долларов США. В основном $50 тысяч. Эта цифра редко превышается, поскольку рынок кыргызского кинопроката ограничен 8-10 кинотеатрами по всей стране. Для сравнения, в одной только Алмате порядка 80 кинотеатров. Это бизнес, который окупается очень долго. Но если правильно и хорошо работать, это стабильно приносящий прибыль бизнес. Не такую огромную сразу прибыль, но зато стабильную. Обычно доходы от проката делятся между кинотеатром и создателем фильма в пропорции 50/50. В Кыргызстане в год выходит около 30 фильмов, из которых примерно 5 приносят своим создателям чистую прибыль, превышающую $150-200 тысяч. Остальные фильмы либо приносят незначительную прибыль, либо не окупаются вовсе. Правда, бывают и исключения. Бюджет фильма Руслана Акунова «В поисках мамы» составил $400 тысяч и принес своему создателю прибыль за счет казахского проката. Давайте рассмотрим, как этот бизнес влияет на экономику страны. Первое. Создается ценный продукт внутри страны без импорта, который можно экспортировать в другие страны. Второе. Создаются высококвалифицированные рабочие места. И третье. Поскольку бизнес кинотеатров прозрачен, налоги пополняют бюджет страны. Подводя итоги, что хочется сказать. Этот бизнес рискованный. Но где еще вы можете заработать прибыль в несколько раз превышающую вложения за полгода? Что не менее важно, через фильмы с правильной идеей у вас появляется возможность влиять на уровень культуры в обществе. Очень много наши ребята пытаются донести до нашего общества через фильмы. Там, что они очень большой вклад делают в развитие нашего общества. Я надеюсь, что киноиндустрия будет и дальше развиваться, выпуская продукты, известные далеко за пределами Кыргызстана. Контент чыгаруучулардын келечеги аябай чоң. Ошон үчүн эгер ушул бул тармакта иштей турган жигиттер, кыздар болсо, мен айтар элем, албетте сапатка иштей турган болсок, мындай бир эле Кыргызстан эмес, дүйнөгө ошо сатсак болот чыгарган тасмаларды. Мы должны поддерживать новые перспективные формы отечественного производства. Такие как, например, мой YouTube-канал. Подписывайтесь на него, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и обязательно пишите в комментариях, о каком бизнесе вы еще хотите узнать.